Итоги года работы президента Сооронбая Жээнбекова. 24 ноября 2017 года в государственной резиденции Ала-Арча состоялась инаугурация избранного президента Сооронбая Жээнбекова. На церемонии инаугурации присутствовали 450 человек. Жээнбеков был избран президентом 15 октября 2017 года с 920 620 голосов, 54%. Его основной соперник Омирбек Бабанов получил 568 665 голосов, 33%, и он признал результаты выборов президента. Это были самыми конкурентными выборами в истории Кыргызской республики. Также впервые в истории страны прошла церемония мирной передачи власти от всенародно избранного президента к другому всенародно избранному президенту. 9 января 2018 года президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об объявлении 2018 года годом развития регионов. Документ должен стать базовым документом развития регионов. Он предусматривает перераспределение финансов, наращивание перерабатывающих мощностей в сельском хозяйстве, улучшение социальной инфраструктуры, пересмотр регионального управления в пользу децентрализации и ведения в случае необходимости прямого управления. 8 февраля 2018 года президент Сооронбай Жээнбеков провел свое первое заседание Совета Безопасности. Тема об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах Кыргызской республики. Решения Совбеза были расписаны до конца года и далее с целью внедрения системных реформ. Заседание Совбеза стало отправной точкой президентства. По данным пресс-службы президента, с момента вступления в должность проведено 30 визитов и мероприятий с участием главы государства. Подписаны 77 двусторонних и 414 многосторонних международных документов, а также состоялись 7 заседаний межправительственных комиссий с зарубежными странами. Установлены дипломатические отношения с 4 иностранными государствами. Свой первый зарубежный визит президент Сооронбай Жээнбеков совершил в Россию. Свой первый государственный визит он совершил в Китай. Президент Сооронбай Жээнбеков за год президентства посетил с государственными и официальными визитами все страны Центральноазиатского региона – Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан. Визиты также были в Турцию, в Бельгию и в США. В сентябре Кыргызстан провел у себя 3-й Всемирные игры кочевников. Параллельно 3 сентября в городе Чолпон-Ата состоялся саммит глав государств Тюркского совета с участием президентов Турции Реджепа Эрдогана, Казахстана Нурсултана Назарбаева и Азербайджана Ильхама Алиева. В качестве почетных гостей приняли участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Эрдоган, Назарбаев и Орбан также присутствовали на церемонии открытия 3-х Всемирных игр кочевников. За 10 дней до годовщины инаугурации президент Жээнбеков дал первое интервью, где ответил на актуальные вопросы экономики, политики и личной жизни. В интервью он объяснил причину разрыва отношений с экс-президентом Албазбеком Атамбаевым. Попытки сделать из меня ведомого руководителя через каких-то третьих лиц, руководить моими действиями, все это не делает чести ни ему, ни как человеку, ни как экс-президенту, ни как однопартийцу и соратнику, сказал он. Через 2 дня последовало первое интервью за 7 месяцев экс-президента Алмазбека Атамбаева. Экс-президент подверг критике нынешнего президента. 2 интервью обозначили позиции сторон, разрыв вышел в публичное поле и, похоже, стороны сожгли мосты для перемирия. Таким образом, к годовщине своей инаугурации Жээнбеков обрел оппозицию.